тэму гэта легалізацыю медыцынскай марыхуаны. Ці рэальна гэта ў Беларусі, ці патрэбна ўвогуле? На гэтыя ды іншыя пытанні шукаем адказы разам з нашай госцяй. Гэта дырэктаркай дзіцячага беларускага хоспісу Ганны Гарчаковай. Прывітанне, Ганна. Здравствуйте. Нагадаю, што наш эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы euradio.fm. Таксама сачыце за нашымі жывымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Там жа можаце пакідаць свае пытанні. Мы пачынаем. Спрэчкі пра тое, ці апраўданая легалізацыя марыхуаны ў медыцынскіх мэтах вядуцца нават у тых краінах, дзе яе легалізавалі. Тым не менш, некаторыя медыкі настойваюць, у хворага павінна быць магчымасць атрымліваць любое лячэнне, якое можа яму дапамагчы. У тым ліку гэта датычыцца людзей, якія хварэюць на рак. Вось, Ганна, як лічыце вы? Я отношусь к этому очень скептически. Я вообще-то такой за хорошую старую классику. Начнем с того, что если у больного... Для чего нужны опиоиды? Марихуана относится к опиоидам. Опиоиды в онкологии нужны только в одном случае. Это обезболить. Логично, то есть снять боль. Но начинать надо с золотого стандарта, а не с марихуаной, как начинали во всем мире. Золотой стандарт – это морфин. Простите, но в нашей стране мы еще не решили вопросы с морфином и с морфинообразующими опиоидами, которые нужны для обезболивания человека. У нас их недостаточно. Для врачей в паллиативной службе, которые хотят обезболить, не хватает ни знаний, ни, классических обезболивающих. Чего же говорить о марихуане? Это, во-первых. Во-вторых, я вообще следила за марихуаной еще лет... Я 25 лет в паллиативе. И лет, наверное, 15 назад был очень активный такой всплеск использования марихуаны в Великобритании. Особенно писали, что хорошо для людей, женщин с раком молочных желез, что им разрешают покурить марихуану, именно оно снимает боль. Потом выяснили, что марихуана не очень хорошо снимает боль, она расслабляет. Но для расслабления, если ты хорошо обезболил человека не надо расслаблять. То есть золотое правило – это хорошо обезболить человека. Это если говорить про онкологию. И насколько я знаю, я не берусь, я не великий спец, и я сейчас отошла от онкологии, я работаю в паллиативе, но сколько я знаю, у меня знакомые остались, не очень сильно используется марихуана официально для обезболивания в больницах, потому что есть абсолютно четкие стандарты обезболивания. Они доказаны, они работают. И хорошо бы они работали у нас. Теперь берем второй аспект марихуаны, который сейчас заговорили. И тут я вообще это слово не очень люблю. Марихуана для меня все равно это тот наркотик. Я вообще-то девочка с портового города Ленинграда. И марихуана у нас была еще в моем детстве. Начнем с того. Это почему-то кажется, что сейчас такой век наркомании. У нас тоже было. Поэтому я люблю слово из марихуаны делают медицинские препараты. CBD, THC. Да? То есть эти препараты в комбинации достаточно удачно используют для снятия симптомов эпилепсии, судорог, для работы с аутичными детьми и в терапии это Альцгеймера и даже боковой аминотрофический склероз. То есть это интересное направление, потому что у нас, к сожалению, большие проблемы с детьми, у которых эпилептические припадки и судороги. У нас нету препаратов, я бы сказала, нету стандартов даже. Я люблю это слово стандарта, как обезболивание. И если мы не начнем... Я не говорю ни в коем случае не то, что мы должны легализовать марихуану немедленно. Я думаю, что в медицинских сообществах надо начать разговор, как используется в этом направлении CBD, почему оно работает, как оно работает, то есть искать доказательную базу. То есть мы должны начать какие-то семинары, какие-то дискуссии по тему, что как это лекарство, опять я хочу сказать, лекарство работает. Если оно помогает, то почему оно помогает? Оно не очень дешевое, могу сказать. То есть, если мы его легализуем, насколько это оправдана легализация? Потому что не во всех странах CBD легализовано. Не во всех. И есть такое интересное, что CBD вообще само по себе, оно разрешено во всех странах мира. Там это безнаркотическая марихуана, она чистая. Но она плохо работает. Она не снимает приступы. И в это CBD добавляют небольшой процент THC, эту наркотическую марихуану. Очень, 0,2, 0,1, никто не знает. Но именно эта комбинация дает классный эффект снятия судорог и так далее, этих всех. И это вызывает во всех странах мира, потому что марихуана запрещена. Вопросы. Поэтому
возвращаясь к первому вопросу о легализации, я считаю, что это нам еще далеко до этого. Нам бы сейчас разобраться немножечко, в каком направлении надо думать о ней и нужно ли думать. То есть, еще раз я повторю, в обезболивании я бы даже не заикалась о ней, вообще бы не заикалась. Нам бы решить вопрос обезболивания. А вот в то, что вот это можно разобраться. Но опять, это должны медики разбираться. Это неврологи, психиатры, которые занимаются судорогами и эпилепсиями. Это они должны проводить семинары, изучать, и они должны говорить: ребята, нам это надо, потому что нам нечем работать с нашими пациентами, а это вот работает. Вось мне цікава, дарэчы, так, у нас вельмі часта ў нашай краіны кажуць так, што нам патрэбна, калі пытаюцца чаму, а таму, што ў той краіне ёсць, у гэтай краіне ёсць, ну і гэтак далей, так. А ўсё ж такі ёсць нейкія доказы, так, ёсць вось гісторыі, якія можна было б прывесці, так, якія, ну, дакладна скажуць, што так, гэта дапамагае. Вот с этим как раз я и хочу... То есть вот вы правильно сказали, доказательный уровень. Вот с этого надо начинать. Доказательного уровня мы не знаем. Именно вот нам и надо приглашать специалистов с Запада, чтобы они нам показали. Ребята, расскажите нам, те, кто используется, например, в Израиле. Покажите, у вас есть какие-то исследования? Что я посмотрела вот перед передачей, я не нашла серьезных исследований. То есть я предполагаю, что оно используется все-таки чуть-чуть методом тыка и хорошего результата. То есть, возможно, есть исследования, но мы их не знаем. Вот об этом и надо говорить. Але вось, Ганна, вы ж біолог па спецыяльнасці, так? Па адной спецыяльнасці. За одной спецыяльнасці. Сказала так, так. Вось, няўжо з біялагічнага пункту гледжання нічога нельга сказаць, напрыклад, у плюс ці ў мінус? Ну, вот если с биологического, то я, как бывший биолог, да, рассуждаю следующим образом. То есть я считаю, что вот эти, вот я их называю первичными такими, наркотики, вот эти, марихуана, она действует на вегетативную нервную систему, которая, в принципе, она достаточно... Мы все говорим о ЦНС, центральная нервная система, но у этих детей она нарушена. Они рождаются или становятся... То есть чаще всего дети рождаются с нарушением ЦНС, да, то есть... И любые препараты, действующие на центральную систему, они сложно проходят, потому что ЦНС, что? Она нарушена. А вот эти препараты действуют непосредственно на вегетативную нервную систему. И я считаю, что именно поэтому они работают в этом случае. Потому что вегетатика тогда начинает работать через вегетатику, и тогда что мне рассказывали? Я просто разговаривала с мамами, которые, вот, пожалуйста, в Латвии, они приезжают в Латвию, они там используют. Это не разрешено, но они привозят из Германии. Я разговаривала с врачом, который говорит: да, у меня 6 мам используют. Что они наблюдали? Они наблюдали то, что ребенок стал спать, ребенок аутичный стал играть, что очень необычно, да, и уменьшились судороги. Я вот поговорила с врачом, говорю: как вы считаете, что мы с ней сошлись к тому, что так вегетативная нервная система начинает давать импульсы нервной системе, да, и снимает этот блок. То есть, смотрите, что получается. Эти дети, они все время внутри напряжены, у них все время напряжение внутреннее, поэтому они не спят. Именно поэтому они не обращают внимания, не играют. И вот с каким-то образом вот это CBD, она снимает это внутреннее напряжение через вот вегетативную нервную систему, скорее всего. Опять же, это надо смотреть. Это мое предположение, я тут не так. И когда это они расслабляются, вот тогда они могут и спать, и оглянуться, сказать: ой, вокруг есть мир, ой, это игрушка. Но опять же, я еще раз хочу сказать, это надо исследовать. И это, не надо кричать об этом, да, надо, что в Польше где-то есть, где-то еще есть. Надо сказать: ребята, хорошо, у них есть, давайте посмотрим вообще, как это работает. Я знаю, что вот наши ездят на стажировку в Польшу, и в польский хоспис в Варшаве, это абсолютно точно, они не употребляют, это уже абсолютно факты, они сейчас не употребляют противосудорожных препаратов. У них все дети идут на CBD, и у них нет судорог, они все расслаблены. Это факт. Угу. То есть я бы сделала так. Вот у нас есть факт. Вот, положим, в польском хосписе дети получают официально CBD, и они не пользуются противосудорожными препаратами. Сколько стоят противосудорожные препараты, да? Сколько стоит CBD? Насколько, извините, опасно может быть любой препарат? Абсолютно любой. То есть если мы запрещаем любые препараты для идиотов, которыми пользуются не в качестве лечения, а в качестве, скажем, других целей, тогда мы это все запретим. Это неправильный метод. Поэтому здесь все нужно четко, здраво рассчитать. И если это первое работает для пациентов, а второе, оно оказывается дешевле, потому что хорошие противосудорожные, противоэпилептические препараты, они тоже очень дешевые. Но это должны заниматься специалисты.
Мгм. Ну, дарэчы, я згодная наконт вывучэння глыбокага. Я заўсёды таксама скептычна ставілася наконт, калі людзі проста якія паляць, яны кажуць: о, гэта ж нармальна, ніякіх праблемаў, так, гэта наадварот добры настрой, усё там добрае, так, вось ніхто яшчэ нікаго не забіў пасля марыхуаны, напрыклад, а колькі вось забойстваў. У нас любяць гэтым маніпуляваць, так, а колькі забойстваў пасля таго, як людзі там ужываюць алкагольныя напоі, напрыклад, вось у нас любяць такія параўнанні рабіць, так. Але ж усё ж такі, мне здаецца, напэўна, што у такім жыцці, што ў медыцынскіх мэтах усё роўна трэба вывучаць, таму што арганізм чалавека, на мой погляд, ён асаблівы, то бок нельга сказаць, што ўсім дапаможа, ці можна. А особенно для детей, которые имеют врожденные хронические заболевания. То есть мы все можем сказать, да, у нас есть что-то общее такое, общая базовая норма, а они уже не норма. И, в принципе, вот эту не норму никто не знает. Никто не знает, как они будут реагировать на то и иное. И нет препарата панацеи, которая помогает всем. Мы должны четко это знать. И у любого лекарства есть плюс и есть минус. Но я вот сейчас была в Америке, заканчивала тут курс, тут трейнер такой. Я сначала очень скептически отнеслась к их вот такой раздела, где этика паллиатива, там честность, справедливость, то есть, это прям лекции по научному коммунизму. Я думаю, господи, да что же это такое? А потом, когда я сняла этот свой скептизм, такой природный, да, уже такой, я все знаю, а что они знают, они, когда сказала, так, все буду слушать, я нашла очень много интересного для себя. Так вот, один из принципов паллиативной медицины является принцип автономии. Второй принцип – это принцип двойного эффекта. То есть любой препарат имеет двойной эффект, плюс и минус. Предположим, мы берем морфий, то есть мы берем опиоид, морфин. Он имеет и плюс, и минус. Но начинать надо всегда с плюса. Вот это правило паллиативной этики. То есть мы видим человека, мы видим его страдания, и мы должны эти страдания что? Снять. Мы должны человека сделать, хотя бы какой-то... То есть он должен жить нормально. И поэтому мы говорим об этом, что применяя этот препарат, мы убираем боль, убираем страдания, убираем вот это. Потом сказали плюсы, перешли к минусу. Что может быть? Может быть запоры, может быть остановка дыхания. Но это мы начинать должны с плюсов. То же самое, когда мы разбираем медицинскую марихуану, да, мы должны начинать с плюсов. То есть первое, для чего она нужна, если нужна? Для снятия каких-то симптоматик. У кого? У детей, страдающих судорогами. То есть я еще раз хочу, я в медицине в онкологии я марихуану не рассматриваю. Я считаю, что даже неэтично ее рассматривать в стране, где не полностью решен вопрос обезболивания. Неэтично это рассматривать. Про гэта таксама сёння паговорым. Да. А если брать марихуану для вот этих детей, что мы в принципе не знаем, давайте четко, мы этого не используем, мы это не знаем. Следующий – интересно. Но этот интерес должен быть у врачей. Это они должны поднять, сказать, ребята, прекрасно, давайте, не будут жалобы, не будут всяких ввозов. Ведь наши родители сейчас, это же не раньше, где был забор, и никто не мог никуда выехать. Сейчас у нас есть, извините, визы, у нас есть, человек может любой поехать в страну и по рецепту купить там любой препарат. То есть на это надо тоже думать, что если мы не начнем об этом говорить в медицинском сообществе, это может быть другая волна через интернет, где все будут кричать, что как это помогает, и помогает всем, как обычно кричат. И мы можем получить очень негативы. Поэтому я за то, чтобы начать об этом говорить в специальном сообществе. Я за это. Вось мне, дарэчы, цікава, ўсё ж такі таксама з гэтай супольнасці, у нейкім сэнсе, я думаю, так. А што кажуць у вас яшчэ не толькі ваше меркаванне, напрыклад. У нас потому что мне раней не толькі ў хоспісе вашыя калегі, якія таксама нехта лечыць там людзей, нехта займаецца там псіхалагічна, нехта псіхіятрычна, так такім момантам. Таму што я чаму пытаюся, таму што раней мне здавалася, што, напрыклад, у нас увогуле не разглядаюць гэтае пытанне наконт легалізацыі медыцынскай марыхуаны, таму што у нас такая праса вядзецца, у нас уже столькі тысячаў там людзей сядзяць проста у тым ліку за марыхуану па 328 артыкуле, так? І калі яны ўжо пачалі так жорстка бароцца з гэтай праблемай, так,
то я думала, што медыцынскую марыхуану не разглядаюць з пункту гледжання таго, калі, напрыклад, яе адобраць так у нашай краіне, пачнуцца вось нейкія ліпавыя бюлетэні, так, і можа гэта будзе новы такі штуршок да крыміналізацыі вось менавіта, так. То бок нехта будзе лячыцца там нешта такое, так, а нехта будзе менавіта карыстацца гэтай магчымасцю. Понимаете, начнем с этого. То, что я видела CBD, это капли. То есть вот эти капли наркоманам вообще не нужны. Они, извините, у них есть свои каналы, они могут покурить. Я еще раз хочу сказать, я категорически против даже рассматривать покурить марихуану как обезболивающий. Этот вариант я не рассматриваю. А то, что я видела CBD, THC, вот эти препараты, это капли. Это капли, где есть, вот если в CBD есть 0,2% THC, оно абсолютно неинтересно наркоманам. То есть ее, в принципе, нельзя использовать. А так как чаще всего используется на семени конопли, оно очень горькое. То есть его в рот не взять. То есть обычному человеку даже в голову не придет его использовать. Дети с нарушением ментальности, они некоторые спокойно пьют его, потому что у них нарушен вот этот тестовый вот режим, да, и они спокойно пьют его. Вот я разговаривала с коллегами из Польши. То есть обычному человеку даже нельзя попробовать, горечь страшная. Говорят, вот на этом важно, на каком масле оно еще, да, то есть это масляная основа капли. То есть использование его, в принципе, для наркоманов даже не рассматривается. Вопрос в другом, насколько оно помогает. И стоит ли овчинка выделки, да, то есть стоит ли убирать уже знакомые нам препараты и менять их на вот CBD, THC. Вот это другой вопрос. Поэтому я и говорю, это вопрос надо изучать. Ну, какие спрэчки вядуцца, напрыклад, у беларускіх? В белорусском, по-моему, никаких. Я вообще, вы не забудьте, что я не из коллегии медиков. То есть я все-таки... Але я мяркую, что вы маете некие контакты. Да, конечно, но я никогда не слышала. Поверьте мне, я никогда не слышала. То есть никто из моих знакомых на эту тему не заикался. И я еще раз хочу сказать, что почему я считаю, что нам рано. Вот после того, как я выступала, вот мое выступление, когда вот этот фильм был, ко мне подошли 2 человека, причем очень приличных. Нагадайте, калі ласка, наконт якого фильма? Это был фильм про легализацию, это польского режиссера, 2 часа он шел, про легализацию медицинской марихуаны. Вот был он там, да. Подчас фестиваля. Да, подчас фестиваля был такой, да. И там меня попросили свою там 5 копеек вставить, вот я, как всегда, своими 5 копейками вставляла. Вот. И ко мне потом подошел молодой парень и абсолютно серьезно сказал: скажите, пожалуйста, на каком этапе у ваших онкологических больных наступает анаркотическая зависимость? То есть это где-то вот возраст 25, то есть это наш социум. Он абсолютно серьезно считает, что онкобольные пациенты испытывают наркотическую зависимость. То есть слово «толерантность» равно наркотической зависимости в его мозгу. И в принципе, это наше общество все так думает. Сейчас еще раз скажу. У меня сейчас, извините, собака есть, да? И она заболела. Я пошла к ветеринарам. Конечно, ветеринары – это не обычные врачи. Но они врачи. 3 врача смотрели мою собаку. Все 3, когда я рассказывала, я же такая, за языком цеплючая, когда я стала рассказывать, что вот где я работаю, они говорят: ой, у вас все наркозависимые. Это говорят врачи. То есть что тогда говорить о врачах? Это общество наше априори считает, что наркотики, морфин, капельный морфин, это вот за 5 минут до смерти можно его использовать. Почему? Потому что возникает наркотическая зависимость. Вот о чем говорить? Сейчас давайте мы еще марихуану легализуем. Тогда вообще у нас будет черти что. Але вось цікава, я таксама хацела задаць гэтае ж самае пытанне, таму што я часта чую такое меркаванне, што медыцынскія наркотыкі, назовем их так, ад іх таксама можа быць нейкая залежнасць. Гэта ўсё это чушь неправда? Собачья, абсолютно называется чушь собачья, я бы так сказала. Понимаете, в чем дело? Это вот надо четко разделить. Вот есть наркотики и есть лекарства. Смотрите, что происходит. Наш организм, он сложный. И когда любой препарат попадает в печень, в депо в печени, да, и вот если у человека боль, а боль – это сложный биохимический процесс, и это тоже в печени возникает центр боли. Там проходит сложный биохимический процесс. И когда морфин попадает в печень, он делится, условно, говорить для публики, на М1, на М2, на М3. Вот
как он делится, так это зависит от боли, от этого центра, который есть в печени. Если у человека есть вот М1, если условно, это вот тот наркотик, от которого балдеют. Вот это когда вот выпил, покурил, вот это наркоманы. М2, М3 – это обезболивание, и М2 – это обезболивание плюс легкий такой кайф, М3 вообще, М1 там, я уже вот эти перепутала эти, но это не важно. Это не важно, то есть только обезболивание. Поэтому, когда человек боль, и врач говорит, у него боль, правильно определяет боль, говорит, так, по 9 баллов боль, то вообще не существует побочных эффектов, кроме запоров, простите. Я вот адчуваю, што вас абурыла гэтае пытанне. Так? Конечно, это мне просто очень... Понимаете, вот недавно моя знакомая сделала операцию. Есть протокол. После тяжелой операции, у нее была полостная операция 5 часов. По протоколу нашему она 5 дней должна получать сильные обезболивающие для того, чтобы она не чувствовала боли. Ей давали только 2 дня. А потом сказали, вы знаете, а вдруг вы привыкнете? И она кричала от боли, она вообще очень терпеливый человек. Она скулила и кричала от боли только потому, что врачи испугались, а вдруг она за 2 дня привыкнет и станет жуткой наркоманкой. Понимаете, нам надо... Мы говорим про барьеры, да, вот я все время, вот сейчас моя последняя тема, это барьеры для детей с ДЦП, вот для людей с ДЦП, с колясочников. Самые страшные барьеры – это у нас в головах. Мы можем построить безбарьерное общество. Вот мы во всех подъездах делаем пандусы. Мы каждую станцию метро сделаем специальными подъемниками. Но если не уберем барьеры вот здесь, то есть если мы не будем видеть вот в этих пациентах людей, которые страдают, которым больно, и для нас самое главное вот в нашей паллиативной этике плюс снять эту боль и думать о лекарствах, о морфине как о лекарстве, а не как наркотике, то, извините, пока мы этого... Это очень сложный процесс. Европа к этому уже прошла. И нам нужно не говорить о легализации и нелегализации марихуаны, а нам надо говорить о том, что мы должны добиваться того, чтобы в нашей стране каждый больной имел возможность обезболиваться. Вось, дарэчы, хацела таксама перайсці да гэтага пытання, так, калі адысці трошкі ад марыхуаны, то якая зараз вось галоўная праблема, напрыклад, у вашай працы, так, чаго не хапае, і ці вось праблема менавіта вось так умоўна, там медыцынскую марыхуану не легалізуюць, таму што лічаць, што гэта вось наркотык і ўсе стануць наркаманамі, так? Ці ёсць падобныя праблемы з іншымі прэпаратамі, якія патрэбныя беларускім хворым, але ж мы не можам по тым же самым причинам? Естественно, у нас, в принципе, очень мало чем можно обезболивать. Особенно в педиатрии. Хорошо, слава богу, у нас есть капельный морфий, да, то есть вот для детей. Но у нас нету в таблетках морфия короткого действия, а он очень нужен. У нас, предположим, пластырь, который есть фентаниловый, он только для взрослых. Дозы детской у нас нету. Это большие проблемы. Но самая большая проблема – это знание. Это страхи. Это проблема в том, что над каждым врачом стоит товарищ из Следственного комитета. И врачу, в принципе, он боится. То есть, потому что в следственном... У меня есть идея. Я давно ее рожаю, может быть, когда-нибудь я ее выражу. Я хочу приглашать, я уже договорила, повторю еще, на свои семинары по обезболиванию товарищей Следственного комитета, чтобы они слушали и понимали, что вот тот морфин, который они видят, вот этот для них наркотик, что есть другой морфин, который лекарство, которое спасает человеку жизнь, потому что боль его съедает. Боль мешает ему бороться с болезнью. Боль, понимаете, когда мы боремся с болью, мы теряем свою энергию. А эту энергию можно было использовать на борьбу с болезнью. Вот онкобольной. Я вообще верю в то, что человек имеет большой потенциал, чтобы выскочить, даже если у него 4-я стадия. Я в это верю. Но если у человека боли, и ему не обезболивают, либо он по каким-то причинам сам не хочет, я с этим тоже сталкивалась. В моей практике я помню, что у нас взрослая женщина умерла, она отказывалась, и муж, и ее семья отказывалась от обезболивания. Когда она умерла, открыли рот, у нее был откушен кончик языка. То есть она так страдала, ей было так больно, но она до конца терпела эту боль. Потому что у нее вот здесь сидела: морфий – это смерть, морфий – это смерть, морфий – это смерть. Пока я не пью морфий, я вот живу. То есть мы настолько вот этим зомбированы. Морфий – это лекарство. Боль – это нельзя. Не надо терпеть боль. Направьте энергию, которую вы тратите на
стискивание зубов на борьбу со своей болезнью. И вы выскочите. И вы можете победить. Боль, она истощает. И очень важно, чтобы за каждым врачом не стояли Следственный комитет, чтобы их не били по рукам за самую... И, наверное, надо обучение, вот я тоже уже думаю, проводить и среди врачей, и среди товарищей Следственного комитета. Я уже об этом думаю. Потому что они же тоже люди, они члены нашего социума. Я еще один случай расскажу. Тут вот занимаемся, моя приятельница, врач, она занимается фитнесом. И она фитнесом занимается в зале, и там человек из Следственного комитета занимается. И что-то заговорили про лекарства, и он сказал: морфин – это наркотик. И он убивает человека, делает его наркоманом. И все, его убедить было нельзя. Вот все. Это проблема. То есть вот это реальная проблема. А вы спробовали запрашать на некие свои семинары? Вот это мое будущее. Вот теперь, как только будет следующий, поверьте, следующий семинар, я пошлю приглашение. Не знаю, придут или не придут, но я пошлю приглашение. Правда, пошлю приглашение. Потому что мы должны... Понимаете как? Я против революции, я против крика, я против вот этого дайте нам марихуану, дайте нам морфин. Это глупости. Мы должны работать вместе, спокойно и, в принципе, на доказательной базе. Не надо доказывать, делать велосипед. То есть морфин доказан во всем мире, доказательная база есть. Марихуаны нету. Давайте пока хотя бы вот это сделаем. Ну, трэба разбірацца. Надо разбираться, Але да. што цікава, так, я ведаю, што ў Расіі іншая трошкі сітуацыя, нават у суседняй Расіі, так? По марихуане? Мне здаецца, што нават у гэтым годзе быў нейкі праект, ён тычыўся легалізацыі марыхуаны менавіта ў медыцыне. У них нету, нет, настолько Была вот я не... такая ідэя, але там казалі, што ў нас не будзе як у Еўропе, вось у нас будзе там нешта сваё. Ну, я вот недавно была я на семинаре, никто не... Среди онкологов, я еще раз хочу сказать, то есть вот марихуана сейчас вышла из онкологии, она ушла в область неврологии. А я в неврологии, у меня нет там, я больше там, да? Возможно, неврологи российские говорят об этом. Я не слышала. Но то, что в России улучшается гораздо быстрее, чем... Они двигаются быстрее, чем мы. У них очень много проблем, но они двигаются быстрее, чем мы. А розница у чым, например? Появляются все новые и новые препараты, и очень быстро они появляются. Они сами это производят. Но страна большая, им выгодно делать самим. То есть они сами делают препараты. А у России шмат дазволеных препаратов, які недозволены у Беларуси? Да, конечно, да. То есть у нас получается, понимаете, особенно давайте, вот у них очень четко делится детство и взрослое. И у них интересная вещь. У нас в детстве лучше, чем в России. У нас лучше. А у них лучше у взрослых. Угу. У них больше препаратов зарегистрированных и разрешенных. И вот я недавно ехала просто в поезде с онкологами из Смоленска. Они меня так приятно удивили. Они говорят, у нас вообще нет проблем с обезболиванием. У нас есть все препараты. И короткого, и длинного действия, и гидроморфон, и мы, вот это, который субливальный таблет, который у нас было, кстати. А у них сейчас она есть, да? А у детей похуже у них. У нас пока у детей лучше. Як вы мяркуеце, у чым такая ситуация? Гэта вось палітыка нашай дзяржавы такая, ці што? Нет, дело в том, что мы единственная страна в мире, скорее всего, где паллиативная помощь начиналась с детства паллиатива. Во всем мире это взрослое, а потом детство. А мы начинали с детства. Поэтому у нас в детстве отработано больше схем. У нас есть система оказания помощи в детстве. И эта система очень и очень, я бы сказала, плохая у взрослых. Вот, потому что они позже пришли нас. Поэтому мы немножечко обогнали их. Угу. У нас, на жаль, уже заканчивается наш час. Так, вось, калі коротко, вось адказ, так, як можна размежаваць крымінал і медыцыну, на ваш позірк? Да не знаю, как это отделить, потому что, в принципе, у меня даже мысли, вот, понимаете, для меня все вот эти препараты – это лекарства. Я, в принципе, их не вижу как другое действие. Я считаю только знаниями и обучениями. Человек должен знать. На разном уровне мы должны проводить семинары, мы должны обучать. Если у нас вот здесь вот это будет, как вот, скажем, у некоторых врачей паллиативных, что медицинская марихуана – это, предположим, возможно, средство для борьбы с судорогами и эпилепсией. Возможно, не знаю. Морфий – это лекарство от боли. И когда мы в это поверим, когда вот здесь у нас это будет, наверное, тогда нам будет легче регистрировать новые формы и не считать их какими-то криминальными. Трэба вучыцца, карацей, да, так? Да, учиться.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нашым жывым эфіры сёння была дырэктарка дзіцячага беларускага хоспісу Ганна Гарчакова, таксама пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Слухайце нас далей.